Президент Сооронбай Жээнбеков направил послание участникам международного фестиваля «Айтматов и театр». До 42 возросло число погибших в результате масштабных пожаров в Калифорнии. И Национальный банк продал на валютном рынке без малого 13 миллионов долларов, чтобы удержать резкий рост курса валюты. В эфире новости, я Джибек Капарбекова. Здравствуйте. Президент Сооронбай Жээнбеков направил послание участникам международного фестиваля «Айтматов и театр», который начал свою работу накануне в Бишкеке. Сегодня нас объединяют великие творения гениального писателя, философа и гуманиста Чингиза Айтматова. Айтматов и театр – это символ творческой гармонии, отмечается в послании. Глава государства также подчеркивает, что творчество Айтматова было и будет неисчерпаемой энергией для развития любого вида искусства. Театральный фестиваль, посвященный творчеству Айтматова, не исключение. Жээнбеков выразил убеждение, что фестиваль откроет новые грани творчества великого писателя. Напомним, фестиваль, который продлится до 17 ноября, проводится в рамках празднования 90-летия Айтматова. Всю неделю Бишкек будет принимать театральные коллективы из России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Спектакли по произведениям классика можно будет посмотреть в Кыргызском драматическом театре и Национальном русском театре драмы. До 42 возросло число погибших в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Более 220 человек числятся пропавшими без вести, и около 300 тысяч были вынуждены эвакуироваться. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил в штате Калифорния режим крупного стихийного бедствия. В общей сложности в штате бушуют 3 пожара, один из них на севере. Его назвали самым смертоносным в истории Калифорнии. Там уже погибло 42 человека. Огонь распространился более чем на 45 тысячах гектаров. Почти полностью сгорел город Парадайз, в котором проживает около 30 тысяч человек. Здесь погибло 5. Они сгорели в автомобилях. Когда объявили об эвакуации, на дорогах образовались заторы, многие бежали от огня с детьми и домашними животными на руках. Вчера я уехал около 11:30. Наш дом как раз начинал гореть. Я получил несколько ожогов на лбу и еще обжег руку, спасая кота и некоторые фотографии. Но спасти их не смог. Сегодня утром мы вернулись и обнаружили, что коту удалось выбраться. С ним все в порядке. Между тем, на юге Калифорнии бушуют сразу 2 пожара. Один в районе Лос-Анджелеса, другой в округе Вентура. Общая площадь возгорания составляет почти 30 тысяч гектаров. Огонь идет в сторону Тихого океана. Эвакуация объявлена в том числе на популярном курорте Малибу, где живет много американских знаменитостей. У нас сгорело очень много строений, но пока точные цифры дать не можем. Как видите, ветер немного поутих. У пожарных появилась возможность отдохнуть и продолжить борьбу с огнем. Власти говорят, что причину возгорания не установили. При этом президент Дональд Трамп обвинил в бедствии плохое управление лесными хозяйствами. В своем твиттер он написал: «Эти огромные смертоносные и дорогостоящие лесные пожары в Калифорнии происходят только по причине того, что управление лесами очень плохое. Каждый год выделяются миллиарды долларов, а там гибнут люди. И все из-за неправильного руководства. Исправьте ситуацию, либо федеральных средств больше не будет». Ольга Севастьянова, Акмарал Акылбекова, Общественный первый канал. По показателям заболеваемости и смертности от патологии органов дыхания, в частности пневмонии, Кыргызстан занимает 1-е место в Евразиатском регионе. К сожалению, пока снизить количество таких заболеваний не удается. Об этом накануне в Международный день борьбы с пневмонией сообщил главный пульмонолог страны Талантбек Сооронбаев. Отчего такая высокая заболеваемость и как предупредить этот недуг, узнавала Дамира Базарбаева. Годовалая Сезим только что выписалась из больницы. Лечили пневмонию. Девочка болела уже несколько месяцев. 3 раза лечились в стационаре в городе Каракуль. С обострением приехала в Бишкек. Причину недуга малышки родственники видят в слабом иммунитете. Дело в том, что девочка с одышкой приехала сюда. И сейчас она очень даже хорошо дышит и хорошо спит. В общем, и мама радостная, и мы радостные. Со слов врачей, пневмония развивается на фоне гриппа и ОРВИ, переохлаждения, загрязненного воздуха. У взрослых, ко всему прочему, основным фактором риска развития заболеваний органов дыхания остается курение.
У меня стаж курения больше 50 лет. Раньше в день выкуривал 2 пачки сигарет. Сейчас уменьшил до 1 пачки. Лет 20-30 назад простыл, не долечился, ко всему прочему курил. В результате приходится прибегать к помощи искусственного кислорода и проходить лечение каждые полгода. Ежегодно в Кыргызстане официально регистрируется около 50 тысяч случаев хронической болезни легких. Неофициально в 4 раза больше. Показатели смертности от пневмонии – 146 случаев на 100-тысячное население. Так как мы республиканское учреждение, нам в основном поступают тяжелые пневмонии. Процент выздоровления у нас 95-98. К сожалению, где-то 2-5% у нас умерших от пневмонии. Эту болезнь можно предупредить. Меры довольно простые, говорят врачи. Хорошее питание и иммунизация. Обязательно надо вакцинироваться от гриппа. Детям обязательно надо вакцинироваться. Медицинскому персоналу. Весь медицинский персонал должен вакцинироваться. Люди, которые имеют хронические заболевания внутренних органов, легких, сердца, почек, печени, они должны вакцинироваться. Пожилые люди должны вакцинироваться. Пока снизить показатели заболеваемости и смертности в стране не удается. Тем не менее, профилактические мероприятия в этом направлении продолжаются. Совместно с госорганами-донорами действует программа Fresh Air, в рамках которой устанавливают высокотехнологичные печи, не выделяющие токсичные вещества. Дамира Базарбаева и Сентур Абыкеев, Общественный, Первый канал. Национальный банк продал на валютном рынке без малого 13 миллионов долларов, чтобы удержать резкий рост курса валюты. Сегодня утром в обменках Бишкека доллар продают в среднем по 69 сомов 90 тыинов. С начала ноября курс доллара вновь начал расти и приблизился к отметке 70 сомов. 5 ноября Нацбанк провел интервенцию, продав на рынке чуть меньше 11 миллионов долларов. Всего с начала года регулятор провел 6 интервенций по продаже валюты и 2 по покупке. НБКР проводит интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара. В селе Актурпок Московского района в Кокбуру встретились 12 команд со всех аильных округов. Конно-спортивное мероприятие было посвящено 90-летию народного писателя Чингиза Айтматова и году развития регионов. Победители определились в тот же день. Усен Кальбаев продолжит тему. С раннего утра в селе Актурпок Московского района были установлены праздничные юрты. Мероприятие, посвященное 90-летию мыслителя современности Чингиза Айтматова, открыли представители творческих коллективов. В мероприятии приняли участие и местные жители. Кроме значения национальной игры Кокбуру, представители района рассказали гостям об экономических и спортивных программах, которые были запланированы в год развития регионов. Объявлен годом развития регионов. В рамках этой программы есть один из приоритетных направлений – это развитие спорта. Мы проводим в районном масштабе такое мероприятие в честь 90-летия Чингиза Айтматова. И собрались 12 команд среди 12 айлык мөтө. Как по заказу, погода в предгорьях Сары-Өзена на выходные дни выдалась солнечной. Между тем, для представителей команд борьба была нелегкая. Молодые, ловкие и сильные ребята показали, на что они способны. Год развития регионов – это не только развитие промышленности, экономики, сельского хозяйства, но это и развитие нашего духовного богатства, это и спортивных игр, и в том числе национальных конных спортивных игр. Я думаю, именно в этом направлении она будет иметь свое будущее. Среди представителей команд Таджикита и сборной Чуйской области по Кокбуру в последнее время к национальным играм особый интерес проявляет и молодое поколение. Ушундайлар кыргыз элинде бүттүк райондордо ушундай оюндар өтүп турсун. Биз аябай сүйүнүчтөбүз, аябай жакшы оюн болуп атат. Биздин чоңдорго ийгилик ушундай жакшы чоң рахмат ушундай. Биз аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү оюн жакшы болуп атат. Аким жакшы оюндарды өткөрүп берип атат. Мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жана элеттик элдердин немесине карата жакшы бүгүн оюн өткөрүп берип атат. Средства на призы 80 тысяч сомов выделила районная администрация. Победителям был вручен кубок, а также медали и ценные подарки. Усен Кульбаев, Рыскулбек Акматали Уулу, Акмарал Акылбекова, Общественный, Первый канал, Чуйская область. И на этом пока все. Оставайтесь с нами на телеканалах КТРК и АЛАТО 24.